Так. Ну, сейчас подождем, когда активизируется, активизируется стрим. Набегут люди. Что за чушь, короче? Тут. Что-то все никак не хотят набегать. Видимо, короче, загнали меня в этот, как его, в бан теневой. Слишком много и нудно говорил. Ну, что там, друзья мои, с этим, с ящером-то непонятная ситуация, короче. Ну, в общем, установили, что ящер. Сегодня вот недавно информация пришла о том, что, значит, человечек, который в Новосибирской области ответственный был за введение как раз карантина. Противоречивая информация поступает. Некоторые пишут, что он был найден застреленный, другие говорят, что у него были проблемы с сердцем. Ну, в общем, какая-то непонятная ситуация. Вполне возможно, что его даже могли устранить. И вполне возможно, что могли устранить по той простой причине, что сейчас китайцы, короче, готовят соответствующий иск, значит, в международный арбитраж. Ну, там есть какая-то специальная процедура. Это то же самое, как в свое время была такая мошенническая контора. Ну, не мошенническая, они в советское время занимались, советская экспортная фирма. У них офис располагался в том же здании, где находился Бурграждан-проект. Ну, кто знает, Бурграждан-проект, короче, там на элеваторе в Улан-Удэ находится здание. По-моему, вот в этом здании как раз вот или близко к нему находилась, значит, такая советская внешнеторговая контора, которая занималась закупом мяса в Монголии. Она, по-моему, по линии, там их две, видимо, были конторы. Ну, в общем, одна КГБшная была, еще НКВДшная, а вторая, она, которая занималась закупом, значит, от Министерства, по-видимому, торговли Советского Союза. Там все блатные были. Туда хотели приехать работать московская интеллигенция и все прочее. То есть там вот два, по-моему, соседних домишка, которые на проспекте 50-летия октября находятся, вот рядом с Бурграждан проектом, вот по той стороне еще там где-то, ну, такие довольно приличные на самом деле, то есть вот даже проект какой-то не местный, не бурятский, вот, по-моему, там то ли один, то ли два здания, и, собственно говоря, 14-я школа. И вот это вот весь комплекс, он был подстроен под как раз вот этих детишек, которые, они туда приезжали семьями, эти интеллигентишки советские. Ну, там можно было реальные бабки зарабатывать просто. Банально, потому что гнали скот, значит, вот на это предприятие, на Бурят мясопромовская, так называемая, да, там самоходом. Ну, естественно, там по пути могло неведомое количество, значит, мяса пропасть. Понятно, что часть мяса там забивалась, отправлялась напрямую в Москву в специальных контейнерах, рефрижераторах там для кремлевской кухни там и все прочее. Ну, то есть эти ребятишки, значит, в общем, целую систему там выстроили, и она, по-моему, эта контора работала в том числе с учетом вот этих долгов, псевдодолгов Монголии перед Советским Союзом. И, значит, в счет долгов там вот монголы, по-моему, до 94 или до 95 года поставляли мясо. Ну, понятно, что уже по рыночным ценам. И там, в общем, какая-то ситуация возникла, что эти мошенники тогда провернули операцию, связанную с тем, что правительство Потапова стало гарантом поставки оплаты за мясо.
и подписали какое-то специальное международное соглашение, и вот, значит, в эти, естественно, мясо все получили, перевернули в колбасу сырокопченую, вполне возможно, и продали где-нибудь там в европейской части, там заработали нормальный кэш, нормальную валюту, да, а за мясо, которое вот пошло, значит, за ту часть, точнее, мяса, которая должна была быть оплачена, ну вот нищая республика Бурятия, значит, должна была рассчитаться, и это было, значит, монголы, естественно, были, ну не то чтобы их швырнули, то есть они понимали, что их швырнут, но они вот в этой схеме поучаствовали, подали, значит, какой-то международный арбитраж, если я не ошибаюсь, и тогда нищая Бурятия вынуждена была выплатить то ли миллион, то ли 5 миллионов долларов, это в 90-е годы, за фактически чью-то аферу. И вполне возможно, что там даже не Потапов, там, не все его окружение, там всякие добоинихи там, и так далее, они даже могли, в принципе, там в этой схеме не поучаствовать. С другой стороны, кто его знает, может быть, и поучаствовали, потому что у скольких, например, представителей вот этой еще потаповской номенклатуры, например, есть домишки в Испании. Испания, Гибралтар, там еще какие-то места. Ну, вы знаете, в 90-е годы купить что-то там за какие-то деньги, да, ну тогда там не так дорого стоило, за 50, за 100 тысяч долларов можно было целую виллу купить. Да и сейчас, говорят, можно купить в Испании, но опять же в таких районах, где там действуют оккупасы и так далее, или там такие виллы, в которых там десятилетия живут оккупасы, короче, то есть, ну, непонятная ситуация, в общем, я бы не советовал сейчас вообще в какую-то недвижимость вообще вкладываться, потому что, ну, как мы знаем, это то, что в результате там попадания одного дрона там или одного снаряда превращается, ну, в общем, в груду камней, кирпичей, и ничего там ты не сделаешь. И в этом отношении как бы закапываться в такое, ну, можно только в том случае, если у вас большая семья, там человек 5-6, детей, например, и так далее, вы планируете вот в данной местности оставаться. А если у вас один-два ребенка, то смысла нету в недвижимость вкладываться. Это абсолютно, ну, то есть для нормальных людей. А для ненормальных людей, которым деньги просто так сверху капают, конечно, они вынуждены куда-то их в оборот пускать. Или выводить из рашки, это вполне очевидно. Так, ну что там? Ну и вот, и, значит, начал-то я с того, что, значит, этого человечка там нашли мертвым. Ну, вполне очевидно, потому что, как бы, видимо, слабенький оказался, видимо, начал болтать. То есть, видимо, написал какую-то явку с повинной там и так далее, что конкретные чиновники там на него надавили, продавили его там, значит, вот он вынужден был подписать, да они ничего там типа не знали, либо, может быть, он начал рассказывать по те схемы, когда больных животных из Калмыкии, из других регионов, также через Новосибирскую область, туда дальше в Бурятию перебрасывают, да, ну вот этих больных ящером, там всей вот этой шляпой, короче. Собственно, почему их перебрасывают? Потому что, ну, вроде как он тут больной, а в Бурятии его перевезли, и она вроде как раз и натурализовалась там по бумажкам. Раз и выскочила. Ну, надо так бумажки проводить, и, по-видимому, вот они повезли этот скот больной вот этим типом ящера, от которого нету сейчас прививок, и который, ну, в общем-то, животное там, смертность, так скажем, вот у этого ящера высокий, и вот когда за пределы, значит, это вылетело через животных, там, через различные миграции, там, Алтайский край, Республика Алтай, значит, выскочила в Китай, то все уже надо, ну, эта вся мафия, она там забоялась, естественно, что вся эта схема раскроется, короче. Ну, вот уже не только до убийства четырехногого скота дошло, ну, вот сейчас и двуногий скот зачищают, подчищают, как говорится. Не исключено, что где-нибудь там в Бурятии тоже какой-нибудь делец
вдруг внезапно там у него сердечко остановится или внезапно там дырка в башке образуется во время чистки оружия, да. То есть не исключен тот факт, что действительно мы снова вот на ту же самую мафию, которая, ну, вот в этом регионе же вот Наводческим там действовала еще действовала и действует еще с советских времен. Вы поймите, потому что эти людишки, они там же все где-то в Москве, там в Великой Ингрии сидят, в Петербурге там систематически вот этой штукой занимаются, но сейчас в основном-то за счет чего же будет? Не за счет того, что там мясо где-то выгодно продали, а за счет дотаций в первую очередь, которые из федерального бюджета. Там же Путин, вот эта вся шляпа, они же там озабочены свинообеспеченностью, куреобеспеченностью, там коровообеспеченностью и так далее. Что вот они должны там, мол, на минимальном уровне поддерживать, значит, производство молока, творога, там, всяких гешефтов и всего прочего, короче. Ну, это загоняет в регионы бабки. А там дутая, вот это, как она, отчетность по бумажкам. И вот когда Маринка Ханхалаева, там же вот, ну, деятель нашего, значит, бурятского национального банподполья, значит, да, как там про нее говорят, это Республика Балдырия, короче, да, и вот она где-то, ну, там, поехала, вот внезапно как-то сама, видимо, там ее заметили за ум, за честность, там, за различного рода другие там вещи, да, что вот она такая прекрасная, замечательная и так далее. Вот ее вытащили там внезапно, как-то само собой, да, получилось. И, значит, а это привело к тому, что вот такую фиктивную фирму, значит, братьев Ханхалаевых, я не помню, кому она там, ну, фиктивная фирма абсолютно, короче, там дотации они получали, там отчетность что-то какая-то. То есть, ну, как будто бы это было предприятие племенное, будто они там производили племенной скот, там все прочее, ну, по бумажкам там все это было, дотации получали там, ну, вот что там, 100-150 миллионов. А учитывая то, что они скота не содержали, ну, там, может быть, 3-5 коров было, там, которые там молоко, сементальские какие-нибудь коровы, там молоко давали, там, ну, периодически они там кололи, на мясо там что-то пускали, да, а все остальное это фейк, это все бумажки, ну, это фейковые. Вот старая история, как говорится, как в колхозные времена, значит, с одного бидона получали 1000, значит, литров молока, да, это все уходило в статистику, то есть приносила, значит, какая-то свое личное молоко, значит, там была система буркообсоюзов, кообсоюзов таких так называемых. Вот она сдает молоко. Ей там по тарифу там 3 копейки или там сколько, 5 копеек за литр молока дают, короче. Да, а деньги-то вот эти, номинал, это же полно было. Ну и председатель колхоза покупает, значит. То есть они приняли, значит, там какую-то наценку, там полкопейки добавили, короче. Ну и вот председатель колхоза продает. Потом он же это молоко сдает, значит, и вот эта схема повторяется. В общем, схема Понца, короче. То есть, и таким способом, чуть добавляя, перекидывая это, а это в итоге, ну, с кармана-то это же копейки, то есть, у тебя же отчет, а ты таким способом, ну, там, за 10 рублей, условно говоря, которые там через кассу проходят, да, ты делаешь целую тонну молока. Это, ну, это ж премии, там, награды и все прочее. А если это делать систематически в огромных количествах, то вот отчетность таким образом, что население сдало там тонну молока, короче, да, что вот продано, значит, населению тонна молока, и так далее, да, то есть вот эта вот вся коммунистическая социалистическая система, ну, построена изначально на мошенничестве, на антинауке, так скажем, экономической, и вот она такие характеристики, вот такие вот штучки она позволяла. То же самое вот Маринкины, значит, вот эти родственники, которые такую же ферму держали. И вот есть такой Баир Бурят, он постоянно говорит там кланы, кланы, кланы. Ну, не кланы, это просто те, которые вовремя сориентировались, вот те, у которых было в свое время достаточно капитала, которого можно было на такие схемы пустить, потому что эта схема относительно недавняя, часть из них, вот этих схем по, так скажем, рода вот этим, как, не родоплеменным, а как вам сказать, этим вот этим хозяйством, где, значит,
породистые, значит, коровы там содержались там и так далее, значит, вот они, ну, для поддержания там породы, значит, они производили там бычков производителей и все прочее. Ну, это правильно генетически, вообще с любой другой животноводческой характеристикой. То есть такие нужны, потому что там происходит вот в этих животноводческих хозяйствах, там сплошная метисация, там, короче, порча породы, инцест и все прочее, да, и порода вырождается, потому что, ну, не учат, да, не учат этих людей, то есть вот этот тупой, убогий люмпинокомбедовец, он не фермер, да, он вот поступает как, ну, как бог даст, как там, значит, карта ляжет и так далее, то есть он вот этой науки не знает, он потерянный. Ему самое главное, как вот, ну, что-то где-то гешефт, какие-то вот такие, значит, штучки-дрючки, там, прибаутки всякие сделать. И вот они чем занимались, вот эти вот эта казиха, да, они там откармливали просто скот заранее купленный, да, какой попало. Но вот купили какой попало скот по дешевке, откуда-то. Больной, зараженный, там, из Армении вполне возможно, или там с Азербайджана вывезенный, или еще где-то, да. Ну и поставили его в стойло, короче, а тут раз эти, давай болеть, умирать, короче. Те спохватились, что такое ящур. Срочно всех прививать. Привили, а нет того ящура привили. Ну и понятно, что при такой ситуации там скот начал дохнуть. Естественно, хвала тем, кто просигнализировал о том, что идет массовый падеж скота и так далее. Потому что если бы эту казиху не зачистили, ну она дальше бы распространилась. Так она дальше и пошла. И ударила по Китаю, и теперь приходится, значит, вот эту двуногую сволочь, короче, ликвидировать для того, чтобы как бы концы в воду спрятать. Потому что афера-то она глобальная, она огромнейшая. Особенно на закупе вот этих, как его, прививок. Оказывается, я погуглил там материалы о том, что каждый регион, каждый год там на определенное количество прививаемых, то есть не все прививаются, вот, допустим, в Бурятии 250 тысяч голов КРС, да, короче, прививает 10%. 25, а может 50 только от силы тысяч, короче. Сейчас, естественно, экстренно бросились закупать вот эти всякие вакцины там и так далее. Эти предприятия экстренно начали выпускать вакцины против вот этого штамма серовируса, этого, значит, ящура, да. Естественно, массовая вакцинация должна быть, да, и на это тоже большие деньги выделяются, как бы, да. А кто этим всем закупит? Какая-то прокладочка в местном, значит, в республике, там, в Новосибирской области, принадлежащая, понятно, там, министру или там еще кому-то, да, вот она это занимается, то есть не напрямую поставка идет, а именно через эту контору, которая, значит, получает из бюджета, выигрывает грант, выигрывает, значит, тендеры там и так далее, и вот через эту контору происходит, значит, бесплатная прививка в ЛПХ вот этих всех коров там и так далее. Ну, то есть вот ЛВХ там и так далее. И поэтому периодически, в общем-то, в регионы вот ящур должен попадать, по их мнению, потому что если ящура нет, ну, естественно, зачем прививать? Вот это же примитивная, значит, владельцы ЛПХ, эти, как его, люмпинокомбинации, которые не обучены там, не знают, что такое иммунитет, не знают, что такое пастеризация там, и так далее, живут вот этими средневековыми еще люмпинокомбиновскими этими, значит, вещами в башке, да, вот они, ну, не обращаются за прививкой, хотя по рожкованским вот этим всем законам, то есть ты должен вызывать этого ветеринара, специальная служба есть, ветеринар должен прокалывать скот определенный, да, по определенному графику и так далее. На Западе это все делается самими владельцами, потому что там бизнес. Если ты бизнес не умеешь вести, ты нищий будешь, у тебя скот просто сдохнет. И не только у тебя сдохнет скот, сдохнет еще у соседей, земли лишишься, всего лишишься и так далее. Ну и таких дураков там было. Они быстро банкротили, все профукивали, короче, приходилось стадо под нож пускать, нож лечит, как говорится, да. Пускать под нож, ну, то есть землю свою продавать и так далее. Ну, вот и переходило к более крупным хозяйствам, короче. То есть вот Америка на этом построена, на бизнесе, на капитализме и так далее. Дураков в сельском хозяйстве там нет. Ну, они все выродились просто, да, в город поехали, стали там, значит, другими дураками, там, пролетариями.
И в этом отношении это правильная позиция. А что в Совке было? В Совке же все наоборот. Вот эта люмпено-комбедовская масса, она там что, вот жировала, да, условно говоря, после коллективизации еще лет 20 там вытягивали на нашем имуществе, на наших тракторах, на все прочее, короче. А потом-то все вырождение произошло, да, то есть потому что, ну, пока вот эти нормативы там спускаемые, значит, с министерств, ведомств, там все спускалось, но людишки-то не поменялись, у них мотивации-то и тогда не было хорошо работать, из-под палки работали, ну, просто жрать нечего было, поэтому шли батраками там и все прочее. А так-то, когда свобода воли-то, так скажем, появилась, да, и когда паспорта выдали, собственно, почему паспорта-то только при Хрущеве выдавали? Они же знали, что эта люмпено-комбедовская масса начнет с села убегать. Понимаете, социальный эксперимент-то не удался, не удалось вот из быдла превратить землевладельцев. И до поры до времени вот эта колхозная система, она еще работала там из-под палки, трудодни там и так далее. А как только стало рук не хватать, как только стало бабы меньше рожать в этих селах, да, в этих колхозах, когда дармовщинки стало мало, когда экспортные пути, собственно, почему Советский Союз-то «Голос Америки»-то? Не только «Голос Америки» слушали, но еще «Голос Америки» запускали, да? По какой причине? Да потому что дешевле было нефть толкнуть туда этим буржуинам, и купить вот эту, как его, на свободном рынке чистенькую, свеженькую, отборнейшую пшеничку, понимаете, чем там что-то в совке делать. Вот они поэтому пошли, начали закупки огромные вести там из Южной Америки, там из Соединенных Штатов там и так далее. И американцы, все понятно. Сейчас подсадим на иглу, значит, они нам будут гнать эту дешевую нефть, мы будем, значит, не сильно зависеть от арабов, значит, от других там, значит, всяких Венесуэл там и так далее. В общем, подсадили этих люмпенокомбедовцев, этих советских, значит, на нефтяную иглу, и те давай гнать. А думая, им внушили, что ага, Европа там все зависит от нефти, газа там и так далее. Да ничего не зависит на самом деле. Вот сейчас вот, ну что там идет, что-то по капле там выдавливается из этого нефтепровода дружбы, да? Нефть хреновая. И вот этой нефти полным-полно сейчас Иран там выдавил, там, значит, Саудовская Аравия, там, с Венесуэла нефтишка пошла, да, короче. И тут все, норвежская нефть, вот эта североморская, Брент там и так далее. Они просто не хотят, чтобы, ну, как в Европе, чтобы Норвегия там сильно жирела по той простой причине, что, ну, вот с 22 года она за год, Норвегия, увеличивала свой суверенный фонд полтора раза. Получается, что у них 1 триллион там 500 миллионов было, там 2 миллиона, по-моему, 500 стало, что ли, или там. Ну, посчитайте, погуглите, норвежский суверенный фонд, да? Потом, почему? Да там нефть и газа вот так. Да, просто диверсификация нужна, ну, то есть рыночной экономики, что оттуда по чуть-чуть, там куплю, сям куплю, короче. Ну, и потом там в Совке еще вот эти предприятия нефтеперерабатывающие, которые были в той же, например, Венгрии, куда вот кончик этого нефтепровода «Дружба» идет, да, например, он был построен на вот эту говенную советскую нефть, да, вот эту Уралс, так называемую, да, которая там с серой там и так далее. Ну, то есть переработка вот этой именно нефтишки, короче. Ну, естественно, эти же венгры тоже не дураки, что там, ну, какой-то новый завод построили, значит, для переработки, в том числе вот той нефти, которая там по какому-то южному нефтепроводу, так называемому, что ли, по-моему, из Ливии. И, собственно, там же была такая странная вещь, что почему Путин не поддержал вот этого диктатора ливийского, потому что ливийский диктатор вместе с итальянцами Сенни собирался строить нефтепровод и газопровод, короче, через вот это Средиземное море, там через Италию, значит, и ответвление могло идти как раз вот Греция, там, значит, и Балканский полуостров. И они поэтому его свергли, и планы, ну, то ли они приостановились, то ли, в общем, достроили, я так и не понял. Но, в общем, короче, ситуация такая, что
Ванюшки, ну, смешная там тоже ситуация с этими, с Ванюшками, там, всякими великоинграми там и так далее. Тоже вот недавно там один товарищ докладывал, там, короче, данные какие-то вырезал. Я говорю, бля, откуда у тебя вот эти данные по ВВП, короче, да? Ну вот, это ж путинские данные. То есть это вот каждый год там статистическое какое-то бюро там, значит, книжки выпускает. Сколько нефти, значит, из портов там Великой Ингрии отгрузили, значит, 5-10. Я говорю, это же сворованное все. Это же нефть сворованная. Тарифы, которые вот нам на электроэнергию, да, тарифная сетка, там, значит, условно это, сколько цена тонны, значит, этой УЕ, так называемой, да, как она там, топливной единицы, да, по-моему, так это называется, да, там, неважно, уголь, нефть, там, ну, все, что сгорает, короче, да, там, для воспроизводства энергии, там, получения электроэнергии и все прочее. Это же все фиксировано, это же рожкованская сетка, вот это, как в совке. Также осталось там, значит, фиксированные цены там, на уголь, на это, все прочее. То есть ВВП-то из этого строится, вашей Великой Ингрии, короче. Из того, что, и в том числе из украденных ресурсов. И многие вот это вот недопедривают. В школе я тоже вот эту информацию не знал, короче. Ну, то есть, собственно говоря, почему индустриализация-то везде выиграла? Все страны, которые начали индустриализацию, почему выигрыш произошел? В чем? Тупо в энергии. Раньше почему не происходила индустриализация? Потому что грунтовые воды, вода заливала. Вода заливала, вот это все там, ну, невозможно было оттуда доставать, или там что-то строилось, какие-то системы там, примитивные вот эти самые первые, значит, паровые двигатели, которые с эффективностью там 0,5% работали, короче, да. И оказалось, что вот тот чувак, который вот эту камеру придумал специальную и увеличил КПД, значит, вот этого парового двигателя именно по откачке воды, составляет то ли 3, то ли 4 тысячи раз. То есть столько топлива направлено на откачку определенного объема воды для того, чтобы добыть определенное количество угля. То есть, условно говоря, сожгли 10 килограммов угля, а добыли там 4 или 5 тонн угля. Тридцать тонн. 30 тонн. Неправильно посчитал. 3000 раз, да? И вот за счет вот этой разницы как раз, и вот они говорят, до сих пор на планете есть эффект. То есть банально тупо стоят дома, которые построены на обожженном углем вот этим кирпиче там и так далее. И я такой думаю, да, действительно, те же вот кто зацепил это, и вот видно же, да, там, в той же Вене, например, да, заезжаешь и сразу видно, так ходишь, так. Да, это вот конец 19 века, начало 20 века, да, вот эти здания там, некоторые здания середины 20 века. И ты такой смотришь, да, жирнёха жили здесь, да, ты понимаешь, что здесь народ, вот он накапливал капитал в течение очень длительного времени, да, и вот почему, собственно, те регионы, которых коснулась индустриализация, они худо-бедно там более-менее нормально живут, а оказывается, вот просто из-за этого факта. Из-за того, что эффективность вот этого увеличили за счет изобретений, за счет интеллекта человеческого, эффективность этого парового двигателя, который откачивал воду из шахт, что стало возможным добывать не только уголь, но различного рода другие элементы, медь там и все прочее, да, то до сих пор вот с тех там с 19-го, там с 18 века, особенно Англия, да, вот эффект от этого существует, потому что настолько огромная разница в этих вещах. И я такой задумался, да, конечно. То есть бурятам, в независимом Бурятии от Енисея до Амура нам нужно будет действительно снова окунуться в вот эту индустриальную эпоху, так скажем, провести деиндустриализацию вот этой всей руснявой колониальной экономики и провести свою собственную индустриализацию, то, как сделали примерно китайцы, то, как делают сейчас на Филиппинах, в Индонезии, да, уже на новом уровне, естественно, с использованием, вот сейчас вы представляете, да, вот этих светодиоды Нобелевскую премию дали. Какую экономию по электроэнергии, да, вот эти просто светодиоды дали, короче, вообще в целом.
Тут же вот и везде ходишь, сейчас уже нету вот этих ламп накаливания нигде, там все прочее, да. Даже подсветка, там, значит, какая-то вот быстрая система вот этой освещения городская, да, транспорт, метро, все прочее. Уже везде все светодиоды. 10, а то 100-кратная экономия, короче. Понимаете? То есть и этот вот эффект, если помножить просто экономию этой электроэнергии, плюс еще индустриальная, то есть, понимаете, а когда будет дармовая электроэнергия, когда управляемый термоядерный синтез будет, то есть мы на какой должны будем, так скажем, выскочить, да, а когда квантовые компьютеры пойдут, когда вообще там нерешаемые на сегодняшний день задачи будут решены, да, то есть это в каком мы вообще мире должны жить, да, и действительно понимать, что для того мира в будущем, ну, не так важно большое количество дурачков. И ты так задумываешься над, а кто вот эту некрополитику сейчас проводит, кто вот уничтожает сейчас людишек, ну, не совсем умных в том числе, да, неудачливых в том числе. И это, видимо, по всему миру такая штука будет. То есть вот от какой-то класса, от какого-то уровня, значит, вот этих примитивных людишек будут избавляться каким-то способом. Мировая закулиса, так скажем. Я, конечно, не сторонник этих всяких конспирологических теорий, но все показывает на то, что если ты дурак, агрессивный, причем еще дурак такой вот, ну, коими многие являются, ну, вот эти сидельцы там всякие. А я к чему это пришел, почему я это говорю? Потому что задался вопросом, а что так мало русских политических заключенных, условно говоря. Ну, там вот Давидец докладывал, 5-6 в день, типа, политически мотивированных уголовных дел в Рашке заводятся. То есть не все из них вообще попадают под политические заключенные, под определение. Ну, там часть это там за деньги что-то, часть это мошенники там купились. Ну, вот эти всякие бабки там, которые там в Улан-Удэ там какая-то парочка там ненормальных там шизофреников, больных или кого-то там подожгла. Значит, военкомат, который там уже лет 10 или 15 не работал, да. И все это там подавалось. Вот там люди, борцы с путинским режимом, там что-то подожгли там и так далее. Хотя это, ну, просто мошенники тупо были. Ну и вот, и понятно, что им определенную статью, там диверсия, там, или там какая-нибудь дискредитация армии, там еще что-нибудь там им присобачили, да. Но по русским лекалам он не является, например, русским правозащитным лекалам он, например, не является политическим заключенным. Или вот там, например, Саян, да, Ринчин Доржиев, если я не ошибаюсь, фамилия, который там испортил памятник, значит, Орешкову и еще что-то там планировал. Писатель, интеллигент, да, как купился? Ну, денег не было, можно опохмел там и так далее. Что-то. Ему сказали, ну, опохмелим тебя там за 100 евро там, или за 100 долларов, то все сделай там, короче. Ну, он там, конечно, судя по всему, в отказную пошел. Ну, а там так не работает, короче. Сейчас суды-то они просто так, как говорится, дела штампуют. Ну и вот, что там еще? Что там еще? А, на этой неделе очнулась Болтатарова, короче. Я вообще только удивился. Значит, там прибегает, значит, она там... Ее вытащили, видимо, для того, чтобы она кошмарила там, значит, этого Карамурзу, Мурзинку. Ну, как его называют, да. Я давно, ну, я знал, что она давно с этой, с так называемой сотой. Там их несколько этих изданий. И одна вроде как ее называют нормальная сота, но по мне так они все одинаковые. Все эти русские СМИ, они просто были направлены и созданы для того, чтобы с американцев купоны стричь. Сейчас я вот плотно в Твиттере сижу, заводите аккаунт x.com, всем советую. Сейчас Илон Маск там модернизировал схему, и, значит, все посты на разных языках, они автоматически переводятся на русский, короче. Ну, у меня в аккаунте там, значит, сначала польский был, и я такой, ну, что такое у меня все сообщения, ну, которые я читал на английском языке, все на польском, короче. Потом хоп-хоп, почитал, оказывается, ну, такую фишку сделали. Ну, я тогда думаю, ладно,
Что мозг напрягать, короче, взял, все поставил на русский язык, там, ну и всяких япошек там читаю, там. Ну, в основном сейчас там, значит, поскольку подписан на Ника Ширли, там, на Маска, там, и так далее, мне прилетает вот эта вся информация по поводу мошенничеств, которые в США происходят там. Значит, этих сомалийцев там поймали в Миннесоте, значит, вот этих всяких армян, русскую мафию так называемую, ну, постсоветских вот это быдло, которое там в Калифорнии такие мощные фрауды, короче, делали, то есть они там создавали мошеннические, значит, организации медицинские, которые якобы там занимались, значит, помощью там больным, онкобольным, хосписы, там, пятое, десятое, короче, там какие-то поставляли якобы кресла-каталки, короче, некоторые, там каких-то задержали даже двух этих кыргызов, ну, они, видимо, как прокладки были, короче, как номиналы, то есть документы подписывали там и так далее. Ну и через их контору там просто бабки проводили. Они как бы счет-фактуру выставляли какой-то медицинской организации якобы на электрические кресла там. Ну, может быть, даже они что-то и поставляли, но, судя по всему, это был чистой воды фрауд. Через их вот эту LLC проводили, ну, просто бабки. Ну, а понятно, там по американским законам сразу все, либо... Ну, в лучшем случае они депортация, короче. В худшем случае там на 20-35 лет они уедут, короче, да, то есть... А американская тюрьма, это некоторые описывают ее как курорт, но я бы не сказал, короче, особенно для тех людей, которые там английского языка не знают и не из, так скажем, американской субкультуры воровской и так далее, им там сидеть придется тяжело. Потому что основная задача американской тюрьмы это безысходность, подавление. Вроде условия хорошие и все прочее, но ты же время теряешь. Там на свободе это людишки деньги зарабатывают, детьми обзаводятся. А там все, привет, и никто. И я надеюсь, что, конечно, там вот эти все агенты Русни, которых туда заслали, всякие там, вот эти вот карлики там всякие, вот эти вся мелочь вот эта пузатая там, и не пузатая, которая вонючая вот эта вся, они все туда поедут на американские зоны. Все их фрауды сейчас раскроем вместе совместно с ФБР, короче, все их вот эти мошеннические вещи. Ну и поедут они по американскому этапу, ну, может быть, на наших политических заключенных их обменяем, некоторые персонажи, когда они сознаются на работе на путинский режим. Так что работа ведется, проблем нет никаких. Так. Ну вот, и читаю этот твиттер, и там вот эта периодическая информация. Я такой думаю, господи. И что, неужто ни один буритос, ни один вот этот люмпинокомбедовец, который туда в США приехал, неужто он не сообразил, ну, допустим, лет 15 назад, который приехал, что можно на этом фрауде ручки погреть, да, ну вот, лечить там этих аутистов, например, ну, представляете, вот, в Юшкову бы вылечили, да, то есть, ну, своя организация, допустим, у Молодаевой, короче, да, там, по лечению аутизма, значит, не только у детей, но и у взрослых, значит. И всех вот этих дураков там, ну, лечат, короче, да, то есть не просто фрауд, а именно занимаются лечением и так далее. Ну, я вот говорю всем вот этим бурятским националистам, что вот к этой информации, ну, о том, что какие схемы там есть, я даже миллиарды просто бабок там, короче, то есть такие там мощные системы, вот это, значит, было вскрыто сначала в Миннесоте, потом, значит, в других регионах. Ну, понятно, что это местные власти там, ну, такой схемой занимались. Вот там губернатор этот Калифорнии, он вот недавно там подписал, значит, какой-то акт на 30 миллиардов, значит, и там его уличили о том, что в конечном итоге профсоюзы, которые получили вот эти бабки на какую-то деятельность, это, они ему в его фонд избирательный там 150 миллионов загнали. То есть он им рисует 30 миллиардов, да, бюджет такой, ну, огромный, в который, ну, который они могут пощипать там и так далее. А те ему наперед 150 миллионов в избирательный фонд гонят, короче. Ну и, конечно, сейчас там Америку ждет вот такое мощнейшее перерождение, как говорится, потому что, естественно, что вот эти медицинские счета на пустом месте, ну что за
обследование там УЗИ 25 тысяч долларов. Но оно не может столько стоить. Собственно, вот эти все аппараты МРТ там различного рода, да, вот эти всякие там эти УЗИ плюс рентген, там МРТ плюс рентген и все прочее, оно же все разрабатывалось для того, чтобы сделать в конечном итоге одно исследование очень дешевым и эффективным. Да, то есть, ну, на это наука работала. А в Америке, наоборот, это, ну, какие-то сверхсуммы, там, что там, работают лучше и так далее. Не, ну, это просто вот это медицинское мошенничество, потому что если вы через медицинское, эти, значит, отдаете там миллиарды долларов за ничего, конечно, там дисбаланс возникает, да, и, соответственно, какие-то клиники просто недополучают, и они вынуждены все свои расходы суммировать, потом разделять их на определенные услуги. Ну, так и получается, что там одно УЗИ исследование там 20 или 30 тысяч долларов стоит. Потому что там учитывается все, и зарплата там дворников, и зарплата, и расходы на электроэнергию и так далее. То есть, ну, это неэффективные расходы. И, конечно, я думаю, что сейчас вот начнется просто реформа очень мощнейшая. И, ну, как-то мне кажется, что Трамп немножко побаивается вот этой реформы, потому что иначе бы это по всем регионам, по всем этим штатам бы просто зудело, гудело и так далее. Хотя я более чем уверен, что это, ну, типичная американская система, которая еще существовала с самой зари основания Соединенных Штатов, ну, там, где вот вы помогли, например, избраться какому-то политику, а политик сверху вам так купончики такие, чик-чик-чик. Ну, ты будешь и тем заниматься, ты будешь тем. Тебе там ставочку такую дадим, тебе еще какую-нибудь федеральную ставку дадим, там, ну, чтобы ты бабки скреб. И естественно, что если эта политическая модель дает кризис, ну, сейчас в условиях, когда там, значит, ну, там, видео записывают, что людишки там целый день работают, не могут себе ипотеку позволить, например. Ну, это же тоже фрауд. Ну, как там деревянный дом, который из говна и палок сделан, там можно стоить 600-700 тысяч долларов. Ну, понятно же, что это все фишка, что все это, ну, чушь. Или вот у меня некоторые знакомые есть, короче, которые с кредитов не могут вылезти. То есть им дали кредитные карточки, короче. Ну, ходишь вот так все покупаешь, что хочешь, короче. А потом хоп, ну, кредит как бы не заканчивается. Этот, лимит-то. Ходишь, что надо, покупаешь, заправляешься там, так далее. А потом бац, оказывается, короче, что а денежки-то давай, гони. А в Америке-то сейчас трудно. Ну и вот некоторые вынуждены, там, например, на завод Тесла идти. По 12 часов, 7 дней в неделю, короче, да. Ну, за неделю, правда, вроде платят неплохо. 2300. То ли чистыми, то ли до вычета налогов, я не помню. Ну, в общем, нормально. То есть для молодых, здоровых и умных. Ну, не совсем умных, конечно, ну, таких дурачков, но это нормальная сумма, да, то есть, собственно, Америка на этом и стоит. Причем там я слышал, что на заводах Тесла и прочих, ты когда там устраиваешься работать, тебе там запрещено профсоюзы устраивать. Ну, потому что Маск, вот он какой-то там либертарианец, типа он против профсоюзов и все прочее. Но профсоюзы же просто тоже не просто так же возникли, правильно? С другой стороны, ну да, достаточно большое количество мигрантов, которые, ну, там везде себя попробовали, там, например, но они понимают, что надо на локале работать, короче, нужно какими-то такими делами заниматься, если мозгов не хватает на что-то другое, там, кроме как баранку эту крутить, да, в виде этой, как это, баранка-то, господи, на траке, да? Кататься всю жизнь не будешь. Ну и вот, особенно без знания английского языка и документов. Ну или там на вышках, например, да? Как там некоторые там. Ну, я представляю, там же, ну, чтобы нормально работать, там надо дисциплина, да? Не пить, короче, да? То есть иметь какие-то силы, иметь какие-то возможности, там, ну, то есть с детства еще крутить, вертеть там что-то там и так далее. А если ты ментом всю жизнь был? Ну, я вот понимаю, почему часть буритосов, они там менты военные идут. Это не умехи просто, нихуя делать не умеют. И вот идут на такие профессии, там, типа, ну, делать не надо, как это. Вообще ничего не надо делать. Даже мозгами обладать не надо. Ну, вот. Так, что там?
Меня там спрашивают, а что сам, говорит, на трак не прыгнешь галопом по Европам? Узкие улицы. Кто катался здесь, тот прекрасно знает, что тебя, во-первых, такое задупье могут отправить, а во-вторых, ну, бизнес такой, то есть здесь в Америке это вот как сел на трассу, встал на трассу и едешь себе. Там 10 штатов проехал, там чик разгрузился, получил, обратно поехал, да, там на своем траке, на арендованном катаешься, короче. Ну, там минимум вообще всякой вот этой галиматьи. Здесь куча разных региональных особенностей. Вот в этих одна особенность, там, в Германии, например, второго водила надо держать, обязательно по лукбуку кататься. Даже такая тема есть, что обязательно ты должен где-то в отеле ночевать, короче, в машине не можешь спать. Ну, там много таких заморочек, за которые ты можешь там, ну, штрафы просто тупо получить, да, и все прочее. Печально известно здесь вот эти всякие литовские, там, еще какие-то прибалтийские фирмы, да, где там стрекороба обещают, и в итоге там вот эти, в основном у них сейчас работяги какие-то, там, индусы, пакистанцы там и так далее, которые просто тупо там живут в автомобиле для того, чтобы тупо, ну, как вам сказать, то есть работают и зарабатывают деньги для того, чтобы у них была возможность дальше там вот в этой системе сидеть, зарабатывать, короче. То есть, да кого вы, чего вы там, это же смех. Ну, если уж совсем меня прижмет, короче, я ж не знаю, там, возможности никакой, будет там такая система, или почку продавать, или прыгнуть в этот, короче, в трак. Ну, конечно, я в трак прыгну. Ну, для меня это вообще нет. Я считаю, что слишком там достаточно низкие заработки. На локале можно гораздо больше зарабатывать, в принципе, умеючи. Ну, а тем более я же ученый, вы не забывайте, я, значит, политический деятель, да, ну, как бы, я считаю, конечно, что все работы, что нормальный человек, особенно мужик, он должен все перепробовать. Но если есть у тебя возможность заниматься чем-то, что приносит гораздо больше эффект, но за меньшее прикладывание, так скажем, усилий, то лучше этим заниматься. Поэтому, если у тебя еще и получается этим заниматься. Поэтому я считаю, что то, чем я сейчас занимаюсь, это гораздо больше, во-первых, эффекта приносит, а во-вторых, больше эффект принесет для бурятской нации. Потому что, ну вот уже видите, по предыдущим эфирам нашел людей, которые занимаются, в том числе, бурятским языком, монгольским языком. Давнишняя моя мечта — создание института бурятского языка. Здесь прямо учредим сейчас фонд. Следом за фондом будет учреждение института бурятского языка, который будет заниматься нормированием бурятского языка в Европейском Союзе. Будем гранты соответствующие писать на латинизацию бурятского языка, на популяризацию бурятской литературы. Будем переводить, значит, отцов-основателей бурятского языка. Все вот эти книжки Николая Поппи переведем, ну, на иностранные языки. То есть сделаем достаточно большую, хорошую работу для того, чтобы, так скажем, популяризировать изучение, в том числе бурят, в Европейском Союзе и в Соединенном Королевстве, значит. Ну, то есть надо вот в этом направлении идти, на это искать, соответственно, деньги. Литовцы сейчас неплохо, вот они, хоть бюджет, хоть и, значит, как они там говорят, что наконец-то у нас ВВП на душу населения, оно вроде как стало примерно таким же, как в Польше, да, или там, и больше гораздо, чем в Эстонии, ну, там какая-то шутка такая была на этот счет. То есть у них есть ресурсы для того, чтобы вот этим заниматься. Следом я планирую, значит, взаимодействие с литовскими парламентариями, в том числе по поводу карты Литвина, да, то есть программа будет, да, может быть, даже вообще, в принципе, и с поляками тоже объединить, да, о том, что в свое время, значит, царский режим ссылал к нам из, значит, Великого княжества Литовского, из Польши, значит, ссылали большое количество каторжан. Эти каторжане, значит, попадали на наше содержание, то есть там известный гешефт, когда
царь вроде как выделял какие-то финансовые средства, да, на содержание всей вот этой каторжанской массы, короче. А по факту этих денег никто не видел. То есть они там опять же вот так по бумажкам проходили. По бумажкам проходили, кто-то там маял копейку, но до бурят это не доходило. Это было двойное еще бремя. Помимо налогов, помимо ясака, еще и вот содержать всю эту голодрань, кормить ее там 3 дня, 3 раза в день там и так далее. Там. Ну и, конечно, можно было на каких-то работах использовать. Ну вот вы посмотрите там, значит, Сирошевского, например, Хайлах, да, даже фильмы там были сняты на эту тему. То есть, что из себя вот эти вот товарищи представляли, мягко говоря, да, то есть не всегда это было сотрудничество взаимовыгодным, да, и, соответственно, так скажем, поляки и литовцы, они, конечно, прекрасно понимают, как вся эта масса уголовников, значит, и прочего люда там вела, и там, у некоторых, конечно, есть там такое романтическое восприятие, что это вот такие там божественные европейцы, там, значит, в какое-то дикие там пространства осваивали, там что-то исследовали, там, 5-10. Для нас это тоже такие же колонизаторы, и вот под призмой деколонизаторства вот создадим там институты соответствующие для исследования, для того, чтобы там народную память, так скажем, исследовали бурятскую, там какие-то программы, может быть, для бурят по обучению, в том числе в военных вузах, да. Вот сейчас недавно там, значит, на белорусском митинге был там и Сивчик такой деятель, вот Робби Мразом, вот он там говорил, нам нужен здесь военный институт белорусский, военные отдельные войска, там, значит, ну, понятно, что никто здесь этого не сделает, но тем не менее могут упростить режим, дать ускоренное, значит, гражданство, да, для того, чтобы, ну, белорусы шли, условно говоря, в военные вузы, там уж отдельную кафедру сделают для них. Так, чтобы уже подготавливать офицеров натовского толка. И бурятам тоже такое же нужно будет. И те, которые вот разъехались там сейчас в США, непонятно чем занимаются там и так далее. Вам надо тоже думать на этот счет, на то, что Европа, то есть рассматривает такой вариант, не возвращаться там в Корею. Потому что многие, как они же из Кореи в основном стартанули в США через Мексику, да, и все боятся там, мышиться там и так далее. Значит, ну, кто-то там, значит, противником режима Путина стал. Ну, причем противник режима Путина, но не бурятский националист. Вот мы не такие, там, мне какой-то пишет товарищ. Я говорю, ты что, говорю, ну, дуру не гони, вступай в партию, становись бурятским националистом. С утра и вечером говори, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всю вину за агрессивные войны русские должны на себя принять. Значит, Москва должна быть оккупирована, уничтожена. И вот, сейчас вот, конечно, и про Кутаева скажу, да. Ну, вы, кто меня давным-давно смотрят, значит, вот недавно нашумело, значит, Руслан Кутаев, он сказал, что мы, мусульмане, готовы власть в Москве взять. Я говорю, да я давно об этом говорил, о том, что там столько большое количество мигрантов, что единственные, кто могут сделать революцию, это не какие-то там москвичи, белоленточники там и так далее. Это именно мусульмане. Взять власть, удерживать, самое главное, власть. Все вот эти, значит, военные институты, все вот эти комендатуры там, которые находятся, в том числе Росгвардия, блокировать и поставить своего хана. Я об этом говорю, о том, что кавказцам нужно объединиться с центральноазиатами, и запустить проект, значит, «Золотая Орда 2.0». Почему? Потому что даже вот в условиях форума, значит, свободных государств пост России, даже вот на это русня готова пойти, чтобы, главное, чтобы как Филонова говорит, по своим национальным квартирам разбежались. Главное, чтобы их власть там в Москве никто не зацапал, да? То есть их логика такая, что вот, ну, даже они готовы пойти на то, что должны существовать какие-то движения, там, условно говоря, бурятские, там, всякие РХТНы, там, Тузгары, там, и так далее, которые декларируют независимость и суверенитет, ну, в рамках вот этой слабенькой, замученной, вот этой обкарнанной со всех сторон республики Бурятия, например, да?
в отличие от нашего движения бурятских националистов, который говорит, соборность бурятских земель, все территории, которые у нас русня на протяжении столетий отнимала, заселяла своими там голодранцами, короче, да, увеличивала искусственно их численность. Бурятия от Енисея до Амура, это все наше, мы должны все это вернуть, и не надо об этом стесняться говорить. И там, значит, всякие там тоже эти головастые тонкаши, эти, значит, интеллигентишки бурятские. Ну, это же маловероятно, это же нам населения не хватит, там еще что-то. Говорю, уже там под штыками стоят 50 миллионов бурят китайского происхождения. 3 или 4 миллиона бурят монгольского происхождения. Там 100-200 тысяч бурят, значит, японского происхождения, 500 000 бурят северокорейского происхождения, 100 тысяч бурят южнокорейского происхождения и несколько миллионов бурят вообще южноазиатского происхождения. Только стоят и ждут для того, чтобы эти территории зацапать, освободить, так скажем, от кое-кого. В награду там, ну, тем, кто любит вот этих всяких белокурых девиц, отдадим. Какие-то участки, может быть, даже земли выделим, а проще с ними просто поделиться, там, 10 или 15 лет делиться сверхприбылями за счет нефти, газа, производства электроэнергии, в том числе термоядерных установок, которые неизбежно будут вот в этом, значит, ГОКе, или как оно там правильно называться, да, то есть вот в этой энергетической системе, да, Саяно-Шушенская ГЭС, значит, Каскад ГЭС на Ангаре, ГРЭС там различного рода, да, вот в этой, во всей системе, это где будет достаточно генерироваться энергии для того, чтобы стартануть вот эти термоядерные реакторы, ну и в дальнейшем получать там центры, естественно, по, значит, дата-центры, да, значит, суперкомпьютеры, квантовые компьютеры. Это, естественно, будет потреблять огромное количество энергии, но у нас достаточно территории, достаточно мозгов будет для того, чтобы все это реализовать и переструктурировать вот эту всю систему, старую, вот эту примитивную энергетическую систему уже на новый лад, да. Ну, для покорения Марса, для покорения там, значит, ближайших планет Солнечной системы. То есть у нас такой императив бурятский, значит, он тоже должен существовать, свои ракеты запускать, а может кому-то и грозить своими собственными ракетами. Так что мирный космос бурятский, мирному бурятскому космосу быть в Бурятии от Енисея до Амура. Так что немного надо вот в этом тоже направлении думать, потому что это закладывает хорошие перспективы. Я вот ролики небольшие записываю по поводу того, что какие нам специалисты нужны, в каком направлении идти, обязательно их отправлять, естественно, в Китай, потому что, ну, во-первых, надо посмотреть, чтобы не было иллюзий по поводу того, по поводу Китая, да, по поводу картинки, да, потом, естественно, тех людей, которые в Китае выучились, следом стартануть в Соединенные Штаты для того, чтобы видели, что такое накопление капитала. Потому что в Китае вот это, оно только там, может, 1-2 поколения, да, и то там, ну как, вот накапливают много капитала, да, и в течение той же жизни вместо накопления, там, закрепления, создания какой-то системы, да, там все это вот так же тут же разбазаривается, короче, уходит, потому что, ну, система неподвижная, коммунистическая, догматическая, да, вот в этом, значит, в коммунистическом Китае там диктатор сейчас, Си Цзиньпинь, хотя, ну, я, в общем-то, комплиментарно достаточно отношусь к тому, что КПК делает касаемо ханьского народа, естественно, не комплиментарно относительно того, что делают с уйгурами, с тибетцами и так далее, и с монголами в том числе. Монголы тоже под жесточайшей там китайской опрессией. Просто вы, если там не были в Китае, да, ну, то, или там туристические поездки ездили, то там, конечно, так все. Ой, отлично, там отстроились, там скоростные железные дороги и так далее. Производит, конечно, впечатление. Но если покопать реальность жизни, конечно, вот, я не знаю, ну, буряты могли бы жить, потому что
у люмпинокомбедовцев, у всей вот этой массы, конечно, у них больше вот таких этих коммунистических воззрений, взять все, разобрать, там, поделить, да и так далее, же неплохо жили, там эти наёны, там эти, там, и так далее. Я помню, там один голодранец там с упованием, там, помню, рассказывал, что эти все там Хахалов, там, Мадагоев, они там все из этих, из богатых семей, их не до конца не раскулачили, там, и так далее. Я думаю, кто ты, господи, что ты за голодранец, говорю, бурятский, да? Ну, вроде и по-бурятски он там говорил, еще что-то. Я говорю, а бурятского-то что к тебе? Где в тебе что-то бурятское? Понимаешь, вот ничего нету абсолютно. Ну, голодранец, вот самый настоящий, короче. И вот, конечно, основная задача к бурятосам. Не нужно быть голодранцами. Правильно все делают, что едут в Соединенные Штаты Америки, в Южную Корею, обогащаются. Нам для чего? Для того, чтобы нам нужно вернуть власть бурятам, Бурятию для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так, друзья, и не иначе. Сим мы победим. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. 29 апреля 2026 года. Зуртановские тезисы. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всем пока и до новых встреч.